В доме никого не было, все выключили и уехали. Сестра ушла в магазин, все отключили. В момент возгорания людей в квартире не было, благодаря чему никто из членов семьи не пострадал. Но погиб их кот, он надышался дымом. Погорельцы уверены, пожар произошел из-за того, что в одну из комнат замкнула проводка. Изоляция не выдержала скачка напряжения. Очень плохое электричество. В этом доме очень плохое, как мы въехали, уже живем почти 25 лет. Очень плохое электричество. Мы лампочки меняем поверьте, каждую неделю меняем лампочки. Счетчик отвратительное состояние, просто отвратительное. Он внутри весь черный. Отвратительное состояние. Здесь электрика отвратительная. В своей беде жильцы сгоревшей квартиры винят управляющую компанию. Полагают, что действия ее сотрудников привели к возникновению пожара. Они каждую неделю приходят отключать счетчик. Доигрались. Включаем, отключаем, включаем, отключаем. Вот, пожалуйста, счетчик взорвался. Они нас не слушают. Перед пожаром счетчик хлопнул сильно очень. И потом загорелась квартира. А у вас из долгов что ли отключили сначала или как? Да вы понимаете, вот никаких долгов. Вот по квитанциям нет вообще долгов. У нас просто деньги не упали на счет, и они отключают, прибегают. Они прибежали, отключили. Потом деньги упали, они прибежали, включили. Все. Жить в сгоревшем помещении семье с маленькими детьми сейчас нельзя. Пожар уничтожил большую часть их квартиры. Досталось и соседям. У кого-то из них дома от температуры расплавился потолок, кого-то залило водой. Материальный ущерб еще не подсчитан, а точную причину возгорания установят пожарные дознаватели. Если подтвердится, что вины жильцов квартиры в пожаре нет, то требовать возмещения убытков они намерены с управляющей компанией. В противном случае вся финансовая нагрузка, в том числе и возмещение соседям, может лечь на них самих. Вероника Гайнудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, Вызов 112.